Во-первых, нам это очень приятно, что вы выбрали наш мост, и сюда приехали обучаться в ДРТ. Ну и во-вторых, мы проводим специальные встречи для того, чтобы вы послушали представителей государственных структур на предмет того, какие правила существуют в нашем государстве. Ну и во-вторых, для того, чтобы задать вопросы, которые вас интересуют, и где-то вы, может быть, не получили разрешение своих каких-то проблем, то вы можете задавать смело эти вопросы. На вас курирует Управление международных связей, это Юлия Игоревна, она начальник управления международных связей. Вот сегодня мы пригласили специально помощника ректора, поэтому можете задавать вопросы как со стороны представителей ректората, так и со стороны государственных структур, которые выбрали для того, чтобы мы, если что-то не могли ответить, уже ответят они это точно. Я являюсь сотрудником Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Сразу же хотел бы отметить, что главные нормативно-правовые акты, которые регулируют вашу правомощность на территории Кыргызской Республики, это является закон о внешней миграции Кыргызской Республики от 17 июля 2000 года, номер 61. Большинство иностранных граждан – это граждане, которые прибывают в Кыргызскую Республику, и у данной страны нет безвизового режима пребывания на территории Кыргызской Республики, им необходимо оформить визу для легального пребывания на территории страны. Меня зовут Ильгиз Фамилия, являюсь сотрудником службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции. И мы занимаемся, в частности, контролем, выявлением фактов организации незаконной миграции на территории Кыргызской Республики. Вам наверняка всем известно, что за нарушение, получается, правил пребывания на территории Кыргызской Республики есть определенная ответственность. Например, если вы, получив регистрацию по учебной визе, получается, будете работать без разрешения на работу, вы, возможно, будете привлечены к ответственности. Мы приехали и не сделали учебную визу. Нам сейчас нужно будет...